В Башкортостане 20 тысяч взрослых и 600 детей с паллиативными заболеваниями. Это онкология, генетические отклонения, неврология, последствия травм. Глава Башкортостана Ради Хабиров в августе 2019 года пообещал, что в регионе построят для таких людей хоспис, и объявил сбор пожертвований. На август 2020 года жители и юридические лица перевели на специальный счет хосписа 18 миллионов рублей, и это позволило спроектировать здание и начать строительство. Ради Фаридович, вот наша площадка. Площадка 2,37 гектара. Расположили мы наш хоспис, 60 мест. Он состоит у нас из 3 основных блоков. Это взрослый блок на 40 мест, из них 10 до 25 лет, ну, молодые. То есть уже и не дети, еще и не взрослые. И детский блок на 20 детей. Это у нас административный... Они не соединены? Нет. А тут нет вот соединения? Нет, они все соединены. Мы сделали такое соединение гибкое, которое можно как бы вот каждый блок убирать, может добавлять, ну уже можно какой-то... В зависимости от потребностей. На первых наших совещаниях вы говорили, что нужно придумать такой проект сделать, чтобы его можно было транслировать, тиражировать в дальнейшем. Поэтому вот это он очень гибкий, садится практически на любую площадку и безболезненно убирается, добавляется, то есть как бы под любую емкость. Вся территория у нас благоустроена, у нас въезды, входы в каждую палату с уровня земли. То есть никаких... Так надо, да, родно? Да, это чтобы не пересекались. для того, чтобы нет, мы специально об этом думали и проектировали таким образом, чтобы территория была вся на одной отметке, чтобы из каждой комнаты человек мог выехать, быть на коляске или на кровати, неважно, чтобы можно было выехать погулять. И именно поэтому у нас еще все корпуса не одноэтажные. Да, то есть у нас корпуса именно лечебные, одноэтажные, одноэтажный корпус. То есть мы не хотели больных на койках, ну они мало двигаются, да, практически, чтобы не делать вертикальных связей, создавать проблемы при спасательных работах, особенно при пожаре и тому подобное. Единственное, у нас блок административный, вот часть его блока, вот этот он трехэтажный. Трехэтажный, да. То есть на 3-м этаже у нас помещение для выездных бригад, там есть помещение рабочее и помещение отдыха. На территории у нас есть хозяйственный блок, в него в состав входит газовая котельная, электрическая котельная, то есть у нас как по первой категории, и наши автомобили служебные и автомобили скорой помощи, которые при этом. 2 въезда у нас есть, вот здесь есть, это вот с этой дороги будет практически. И въезд, там будет еще одна дорога по тому краю, с КПМ и со стоянкой для уже посетителей. Вот так, да? Да, это у нас детский блок, мы постарались его сделать. А детский сколько мы? 20. 20, да? Да, у нас получается 20 детский, 30 взрослый, и мы специально сделали отдельный блок для молодых взрослых, это от 18 до 35 лет. 60 всего, да? Да, 60, да. Да, на 60 человек. У каждого блока есть своя территория, то есть они у нас не пересекаются, своя территория прогулочная. И у детей своя территория прогулочная. Они все отделены от транспортных потоков. По территории автомобили ездят только вот по хозяйственному въезду, вот здесь вот, да, для загрузки пищеблока. А это что? Это хозяйственный блок, гаражи у нас из котельной. А это все благоустройство? Это все благоустройство, да. Трава, это растения? Да. А вот эта часть, вот, понятно, двухэтажная, а это что? Это пищеблок. Пищеблок, да. Да, вот в этом административном блоке там как раз учтены все. Там у нас будет и конференц-зал, там же будут комнаты для волонтеров, также будут комнаты даже для родственников, которые смогут приехать навестить своих родных и найти время для отдыха. Ну, то есть это мини-гостиница, да? Ну, нет, там будут буквально несколько комнат. У нас же комнаты. наверняка будут родственники, которые захотят тоже ухаживать сами за своими родными. Они могут там ночевать, жить, да? Ну, ночевать скорее, не прямо жить, но у них будет такая возможность, если, скажем, они всю ночь провели у кровати своего близкого человека, они смогут пойти и отдохнуть в специальной комнате. Вот интерьеры, как будут выглядеть палаты. Детский корпус весь из одноместных палат, у взрослых 2-, 3- и 4-местные.
И сколько мы проводим вот так вот, получается, ну, детей, если там же заехал, вот, ну, периодически, Да, ну у всех будет разная история. То есть же будут дети, которые будут поступать, скажем, на 14 дней на социальную передышку. Будут дети, которые будут меньшее время находиться. Будут пациенты, наверное, которые приедут только для стабилизации состояния, скажем, для того, чтобы откорректировать схему обезболивания. В среднем мы рассчитываем на 14 дней. От этой цифры там кто-то и плюс-минус больше уже. будет. Кто-то Да, больше. будет, В конечно. зависимости от такие. поражения и возможности себя обслуживать. Ну ладно, планы какие у вас вот на этот год? Что успеем в этом На году? этот год, Рафаэль, у нас сейчас проектная документация находится на экспертизе. Достоверку ребята получат в декабре месяце полностью. Да. Да. Но поэтапно уже начали выдавать. То есть все решения по фундаментам, по земле, по отсыпке, все это приняли. До конца года нам наша задача поднять коробку полностью. Ну, закупориться, да, наверное, да? Желательно бы закупориться, крышу сделать, закупориться. Желательно бы, Рафаэль. Подрядчик есть, проектировщики на месте, все исполнители здесь есть. Уже площадку готовите, да? Да, эта площадка отсыпается. Отсыпка. А когда бетон пойдет первый? Ну, на фундамент, Олег Фач, мы выйдем, наверное, через месяц, так? Сваи забивать начнем через месяц. Свои заказаны уже. Хорошо. А вот под коробку, когда это сколько процентов от общего объема получается? Ну, это практически 50%. 50%. Мы выйдем, да. И тогда Где-то надо будет 40%, да. потом готовиться, и чтобы за следующий сезон уже Да. завершить, да? Да. В 2021 году завершить. Надо. Ну, долгострой нельзя обходить. Вы там юридически все с вами оформили, да? Да, Чтобы да, уже земля за нами, договор подписан. Вот, в общем-то, мы работаем. А сколько здесь работать будете? Медперсонал тоже, штатное расписание уже Минздрав готовил. Там, по-моему, больше 100 человек тоже предусмотрено, да. Они будут в штате у вас или у них? Как вот это? Ну, у них в штате, да? Потому что Да, мы же как Уфимского хосписа. Мы же договорились. медицинская организация, да, мы специально ее создавали как медицинскую организацию. То есть Ну, тут обязательно у нас будет главврач, мы в любом случае, то есть так как я не имею медицинского образования, я считаю, что главврач нам тут обязательно нужен будет. Будут заведующие с каждого отделения, будет медицинский персонал, младший медицинский, будут соцработники, психологи, конечно. Это будет, мне кажется, все-таки основная часть. Это санитарки, младший медицинский персонал и работа психологов, педагогов, наверное. Это еще предполагается выездная работа. Да, конечно. Обучают. 5 выездных бригад. Да, у нас одна из них круглосуточная. будет, который Да, методический да. центр, да? Они как раз будут находиться, все машины выездных служб будут находиться там, да, а сами медики будут сидеть в административном корпусе. Вот, то есть одна из служб будет круглосуточной, и это на самом деле уникально, насколько я знаю, для республики тоже, потому что у нас нету на сегодняшний день в республике ни одной выездной бригады, которая бы работала круглосуточно. Наш грант получали, вы, нет? А нет еще, мы не успели, потому что они прошли 3 подряд. Грант. Они теперь только в следующем году. Ну тогда, пока же этот, на следующий год. Ну да, мы надо стараемся хороший сейчас. грант уже дать. Следующий год уже будет. Да, Чтобы сейчас. они провели обучение людей, набирали Да, штат. да, этих. да. Мы же в этом Ну, году впервые. Тут же и волонтеры будут работать. Конечно, правильно? да, и мы сейчас планируем, мы уже Вам сейчас у надо нас с есть, медом договариваться уже сразу. у нас есть с ними Уже, контакт. да, был То есть контакт. для них да. вот там же практика кому обязательно. Вот договор Да, с да, вами, да. они проходят здесь практику и волонтерят, ну и как бы и там зачет практики, ну то есть уже сразу договариваться надо с ними. Ну правильно мы что затеяли это дело? Мы большие молодцы. В первую очередь вы, конечно, я еще раз хочу вам выразить огромную благодарность, потому что несколько некоммерческих организаций много лет вели эту работу с паллиативными пациентами, и мы все очень долго ждали хосписа, и вот Всё-таки тут это случилось, да, ура, да, мы все счастливы, что он наконец-то будет. Знаете, я получаю сейчас огромное количество отзывов в основном от родителей паллиативных детей. И я вот несколько отзывов отправляла нашим кураторам, вот Ленаре Хакимовне Ивановой, в которых они пишут, насколько они нам благодарны за то, что мы начали эту работу. То Они есть хосписы ждут, то есть еще, они да, ждут ее, да, да? они говорят, что, господи, еще пока нет хосписа, а уже так хорошо, мы представляем, как же будет классно, когда он будет. Поэтому люди, конечно же, ждут родители тяжело больных детей, ждут взрослые пациенты. Он нам очень нужен, поэтому это уникальный для республики проект. Я уверена, что он будет такой значимый, очень, и все его очень полюбят. Да. Мы тут
сомнения были до сих пор, потому что все-таки довольно дорогой такой. Но, разумеется. Видимо, дорогой, наверное, еще все-таки потому, что проект, как вот уже говорили, разрабатывался для нас индивидуально. То есть мы не брали чужого, а мы разработали свое, это во-первых. А во-вторых, он на сегодняшний день самый большой в России. 60 коек. Давайте договоримся осенью сдать его. На следующий год на осень. Ну, ориентируемся. Там всё. ориентировочно до Дня Республики, если сдадите. Хорошо, будем готовиться. Будет хорошо. Хорошо, что у вас есть на раскачку год. Да. Этот год вы должны Всё людей успеем. подготовить, знания набрать теоретические, методику, уже с родителями переговорить, там первые какие пойдут. А взрослые тоже, да, получается, где-то на 2 недели вот так вот на Да, да. Взрослых тоже. Это нечто вроде, получается, некий такой с особыми условиями, как Это дом, это не медицинское учреждение Да. ни в коем случае. Я вот его себе представляю, что это вот именно что-то очень уютное. чтобы немножко они отошли от всей этой боли, Конечно. и от дома отошли, Но- даже где там смена обстановки, 4 стены, да, вот так. Совершенно вот. Дать возможность родственникам социальной передышки. Ведь хосписы, основная его задача все-таки облегчить боль и улучшить качество жизни тяжелобольных пациентов. Поэтому он очень нужен. Где-то навыки самообслуживанию, где-то компенсировать дефициты общения, потому что здесь будут и концерты, и встречи какие-то. А, да? Да, это, разумеется, социалки для будет очень медиков много. практика вот будет, Да, чтобы совершенно они верно. понимали, Это и что такое. база БГМУ для обучения. Чего бы здесь не хватало, конечно, общежития, потому что вы бы людей сюда, вот младший персонал, средний, представляете, если бы еще общежитие давали? Ну, какое-то, если А вот здесь место небольшое. есть тут где-нибудь потом, если что? Не сейчас, может быть. Поставим Денег Двухэтажное, пока нет, да, но потом маленькое. поставить вот 20 на 20 человек, представляете, эти люди, Ну да. вот благодаря общежитию у вас здесь будут Да, работать. потому что он же будет на территории всей Конечно, республики. конечно. Да, это, конечно, было бы очень, да, кстати. Надо подумать об этом. Мы давайте резерв поставим, в проекте учтем. Землю надо оставить, Землю оставим, да, проект коммуникации посмотреть. Всё. Не сразу, в октябре давайте сдадим вот без этого. Будем готовиться. Пока Со начнем. временем, Все есть. Ну ладно, в добрый путь, что ли, получается. Спасибо. Молодцы, что начали. Здорово. да. Да, спасибо вам. Товарищ, позвольте, хоспис в Башкортостане – это уникальный проект, ваше детище. Почему родилась такая идея вообще построить его? Мы исходили из того, что, во-первых, он просто нужен. У нас много, причем исчисляется тысячами людей, которые нуждаются в хосписе, нуждаются в такой помощи. Родители много обращались, мы с ними разговаривали. Потом мне было обидно, что в Москве есть, в Питере есть, в Казани есть, в других крупных городах есть, у нас нету. А люди-то страдают, и поэтому, конечно, нужно, чтобы это было. Мы попали с строительством еще на коронавирусный экономический период, но все равно деньги нашли. И я же все-таки в камеру говорю, огромное спасибо тем, кто сюда в свои деньги вложил. 18 миллионов мы собрали. Да, 18 миллионов собрали, и нам еще дальше, тут проект не дешевый. Будем разговаривать с директорами крупных предприятий, потому что здесь ни копейки бюджетных денег нет, и мы его так и построим. Огромное всем спасибо, и я думаю, что такая проверка на зрелость очередная для нашей республики, для наших успешных людей, потому что с ними я буду разговаривать, чтобы они вкладывались. Многие вкладывались, по миллиону давали, по 500 тысяч ребята, предприниматели давали. Поэтому так потихонечку с миру по нитке мы соберем. Республике нужен такой объект, безусловно. Мы на совещании услышали, что вы обратили внимание на то, что нет в проекте общежития. Мы просто посмотрели, как это здорово работает, когда инфекционку построили. Она чем хорошо, за счет того, что там есть общежитие, и она прям привлекает. В общежитии там было на 40 человек. Мы для его персонала? Да, для персонала. Мы его забили на 60 человек. Представляете, средний медицинский персонал, да даже врачи, которые работают здесь, хорошие Посменно общежития, приедут, да, да, это. конечно, было бы здорово. Спасибо, значит, Спасибо. будем ждать осени 2021 года. Да, на День Республики. Спасибо.